По архивным источникам, в июле 1879 года в урочище Кустанай на реке Тобол из Оренбурга прибыло 300 семей первых переселенцев. 1 октября 1893 года поселение официально получило статус города с названием Новониколаевск. 8 февраля 1895 года высочайшим повелением последнего императора России городу Новониколаевску было присвоено название Кустанай и уезду Кустанайский. Кустанай вырос с изумительной быстротой на американский образец. Необычайное плодородие окружающей его степной почвы, безостановочный рост торговли и промышленности. В 1884 году Ибрай Алтынсарин открыл первое русско-казахское училище в городе Кустанае. При училище был интернат, благодаря которому дети казахов-кочевников дальних аулов получили возможность учиться. К началу 20 века это был город с уже сложившейся инфраструктурой, школами, торговыми рядами, складами, магазинами и мельницами. Экономический потенциал области показывает динамический рост. Мукомольные и мясные комбинаты, более 500 ветряных и механических мельниц, лесопильные и кирпичные заводы, типографии, много нарождающихся мастерских, потребность которых возникла именно тогда, когда была образована область. Это было началом большой, сложной и славной истории Кустанайской области. Как появилась Кустанайская область? Секретарь Казкрайкома пишет письмо генеральному секретарю ЦК ВКПБ И.В. Сталину о выделении Кустанайской области в самостоятельную административную единицу. 29 июля 1936 года появилась Кустанайская область. В 1936 году в состав Кустанайской области вошли такие районы: Кустанайский, Федоровский, Карабалыкский, Мендокаринский, Семиозерный, Тургайский, Убаганский, Урицкий, Житыгоринский, Подбакаринский, Тарановский. Огромное влияние на развитие города и области, а также на формирование демографической ситуации в регионе оказало освоение целинных и залежных земель 1954-1960 годы, так как одним из главных центров целинной эпопеи становится Кустанайская область. Площадь пашни в области в период с 1953 по 1961 годы увеличилась почти в 4 раза. И хотя во время освоения целинных и залежных земель возникли серьезные проблемы и трудности, эрозия почвы, частичный подрыв традиционного для этих районов животноводства, был дан стремительный толчок для аграрного и индустриального развития Кустанайского региона. 17 июня 1997 года указом президента Казахстана транскрипция названия города Кустанай на русском языке была изменена на город Кустанай, а Кустанайской области на Кустанайскую область. Кустанайская область – житница республики, благодатная земля, находящаяся в центре Евразийского континента, самая большая из всех северных областей по площади и численности населения республики. На Кустанайской земле хорошо развито сельское хозяйство и не только. Область производит 100% республиканского объема окатышей, асбеста, бокситов и более 80% железной руды. В сфере промышленного производства в области работает более 500 предприятий. Мощные горнодобывающие и обрабатывающие предприятия используют щедрость кустанайских недр. В числе мощнейших градообразующих предприятий всего Казахстана лидер горнодобывающей промышленности, крупнейшее предприятие по производству железорудного сырья, акционерное общество Соколовско-Сарбайское горнообогатительное объединение. Главная продукция предприятия – офлюсованные горные окатыши. Еще одним мощным предприятием стал промышленный комплекс, построенный на средства совместного казахстанско-британского предприятия АО «Воровадинская в степях» Тарановского района. На сегодняшний день предприятие является передовым золотодобывающим и перерабатывающим предприятием всей мощности Республики Казахстан.
В регионе также успешно работает фабрика Баян-Сулу. Свою продукцию они не только реализуют на месте, но и отправляют за рубеж. Кроме того, в области развивается машиностроительная отрасль. Наиболее крупными предприятиями машиностроения Костанайской области является ТОО «Сарыарка Автопром», Костанайский агромеханический завод, ТОО «Донмар», ТОО «Костанайский тракторный завод». Предприятиями отрасли осуществляется производство сельскохозяйственной техники, запчастей к ней, комбайнов, легковых грузовых автомобилей, а также автобусов. Сильна Костанайская область не только широкими кратерами карьеров, горнодобывающими предприятиями и налитыми золотом хлебными полями, но и другими жемчужинами, способные не только излечить тело, но и душу человека. Посмотришь на землю Костанайскую с высоты птичьего полета, удивляешься: пушистыми зелеными облаками раскинуты леса, драгоценными лентами раскинулись реки и озера, свободой и раздольем манят раскидистые степные массивы. Благодать во всем – в воде, воздухе и земле. В настоящее время в Костанайской области перевозка пассажиров осуществляется тремя способами – воздушный, железнодорожный, автомобильный. В Костанайской области также на месте не стоит жилищное строительство. В области строятся новые дома, что немаловажно для роста населения. Почти до неузнаваемости за несколько лет изменило сердце региона город Костанай. Сегодня это бурно развивающийся, обладающий рядом производств, дышащий кислородом зеленых насаждений и блещущий архитектурными изысками город. Широкие чистые проспекты, наполненные щебетанием птиц, парковые зоны создают для костанайцев и гостей города настроение жизнерадостности, благополучия и душевного отношения к городу. Недаром на важнейших улицах областного города яркими пятнами радуют глаз вот такие надписи: «Мы любим